Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Камши Кшара. Сегодня в программе о формировании бюджета 2016 года президент потребовал от правительства подготовить проект госбюджета к 30 августа. Молодая Абхазия в Катурском ущелье военно-полевой патриотический лагерь собрал около 100 детей из всей страны. «Купи картину, помоги детям» благотворительная выставка-аукцион пройдет 24 августа в Пицунде. Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное вопросам формирования государственного бюджета на 2016 год. В совещании у президента приняли участие премьер-министр Артур Миквабия и члены правительства. Обсуждался процесс формирования бюджета 2016 года. Министр финансов Амра Акваранзе представила предварительную информацию о находящемся в разработке главном финансовом документе страны. Участники совещания обсудили влияние пакета изменений в налоговое законодательство, которое будет представлено в парламент на увеличение доходной части бюджета. В ходе встречи также был поднят вопрос эффективности использования государственного имущества. Президентом была поставлена задача пересмотра условий аренды государственной собственности с учетом рыночных реалий. Был затронут вопрос режима пересечения товаров через абхазо-грузинскую границу, в частности, взимания с них таможенных платежей. Рауль Хаджимба напомнил правительству о задаче представить ему бюджет к 30 августа. 15 августа, в День добровольцев, президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указы о присвоении боевых наград добровольцам, принимавшим участие в Отечественной войне народа Абхазии. За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, 151 доброволец награжден медалью за отвагу. Из них 23 посмертно. За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, 58 человек награждены орденом Леона, 9 из них посмертно. Сегодня же указом президента Рауля Хаджимба шапсукский ученый и общественный деятель Руслан Гвашев награжден орденом Ахтапша 3-й степени за значительный вклад в укрепление духовной взаимосвязи между абхазским и черкесским народами. 17 августа Руслану Гвашеву исполнилось 65 лет. Его хорошо знают и любят в Абхазии, ценят его вклад в победу нашего народа в Отечественной войне, помнят о его созидательной деятельности в тяжелое для абхазского народа время. С Абхазией Руслан Гвашев познакомился в далеком 1992 году. 23 года назад он, вице-президент Конфедерации горских народов Кавказа, пришел на помощь братьям-абхазам, на которых напал враг, сильный и безжалостный. Тогда маленький народ Апсны стоял перед выбором, быть ему или не быть. Допустить этого народы Кавказа не могли, и Руслан Гвашев с друзьями, перейдя через хребты и горы, пришли по зову сердца спасать своих братьев. На святое движение, на святую борьбу благословляет нас Бог. А если это так, то места унынию не может быть. Если мы с вами сегодня сопричастны, совершаем святое дело, то уныние тут не может посетить. Я убежден, что не сломит, не изменится настроение, которое, я чувствую, царило и царит сегодня в обществе у героического народа, населяющих эту землю, не изменится настроение, и засветятся эти глаза, засветится радостью победы, и мы это увидим. И вместе будем праздновать День Победы, я в это верю. Позади большой временной отрезок, пройден солидный путь. Дело, которому Руслан Гвашев посвятил немалую часть своей жизни, активное, фактически в круглосуточном режиме, без выходных и отпусков, общественная работа в Шапсукском хасе и Международной черкесской ассоциации. Трудно переложить на скупой язык цифр или измерить в массе, но фундамент, заложенный им и его единомышленниками тогда, в первые годы зарождения национального движения причерноморских черкесов, и сегодня приносит вполне реальные плоды. Высокий авторитет хасы в многонациональном регионе ни у кого не вызывает сомнений. В активе сотни успешно реализованных проектов в самых разных областях. Наработан огромный опыт деятельности во многих сферах – экономике, социальной отрасли, образовании, культуре, организации массовых мероприятий.
Благодаря усилиям Руслана Гвашева и его сподвижников, многое из того, что еще недавно казалось несбыточной мечтой, стало реальностью. Изречение Руслана Гвашева «Если выстрелить в прошлое из пистолета, оно выстрелит в тебя из пушки» уже стало известным. Несколько десятилетий он и его соратники борются за право вернуть черкесам определение коренного народа, тысячелетиями жившего на Кавказе. Нисфа Аршба, Абхазское телевидение. В Абхазии Руслан Гвашев частый и желанный гость, но сегодня по состоянию здоровья он не может находиться в нашей стране. Мы с ним связались по телефону, и он высказал свои пожелания абхазскому народу. Благодарю весь абхазский народ за его историческую память. И здесь сидят аксакалы 90-х, которые были рядом со мной или я рядом с ними, когда и абхазские события, и все остальные события на Кавказе, и словосочетание конфедерации МЧС, Адгахаса, Айдглара, это все здесь. У истоков стоявшие люди окружили меня добром, приятным вниманием. Больше всего меня радует, что меня окружает сегодня молодежь, которая по праву нас вытесняет с политической авансцены и на это место идет, зная, что нет несложных времен. Мы на них очень надеемся. Вот в таком в любви окружении я нахожусь. Все присутствующие вам желают удачи, успехов, победы разума, логики. И в конечном итоге, чтобы гордо поднятой головой адыги Абхазии могли смотреть в завтрашнее будущее. И не считать, как бухгалтера, какими жертвами нам досталась эта победа, чтобы результаты этой победы радовали всех нас, кто заинтересован и участвовал в этом. Алексей Аджинжел назначен на должность начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Этим же указом освобожден от занимаемой должности Владимир Аршба. Алексей Аджинжел – юрист, выпускник Абхазского государственного университета, кадровый сотрудник МВД Республики. Занимал должность начальника отдела по личному составу МВД и помощника министра внутренних дел. Специальное звание – подполковник милиции. С 2012 по 2014 год занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности Абхазии. Военно-полевой патриотический лагерь под названием «Молодая Абхазия» пройдет в Кадурском ущелье с 17 по 25 августа. В лагере примут участие более 100 человек в возрасте от 17 до 25 лет. В течение 10 дней пройти ускоренный курс молодого бойца со всеми элементами и отработками – это задача военно-полевого патриотического лагеря. Во время проведения курса будут работать опытные инструкторы, не только абхазские, но и российские. Ребята смогут пройти строевое, физическое, тактическое и морально-психологическое обучение. Узнала это через друзей, а поехал. Скорее всего, поехал, потому что хотелось бы узнать, во-первых, друзей, побольше друзей, научиться еще лучше обращаться с оружием. Не только элементарные автоматы, но пулеметы, РПГ, много видов пулеметов. Это все-таки интересно. Молодежь Абхазии. Военно-полевой патриотический лагерь в этом году проводится уже в 4-й раз. Родители ребят убеждены, что подобного рода акции принесут только пользу подрастающему поколению. Как раз такой возраст, когда у мужчины вырабатывается характер. Помимо этого, их сопровождают грамотные инструктора, которые их обучат навыкам, азам военного дела. Походы будут проходить. Я лично спокоен, потому что ребят знаю, которых будут сопровождать. Набор в военно-полевой лагерь проходил очень активно. Списки желающих были представлены практически из всех районов страны. Участники военно-полевого лагеря имеют возможность получить не только навыки в военной науке, но и пополнить свои знания об истории Абхазии. Через этот проект прошло свыше 500 молодых людей. Основная его цель – это привитие любви к армии, к родине. Проект реализуется в рамках патриотического воспитания. Он будет проводиться 9 дней в Кадурском ущелье, в поселке Мрамба. Общее количество участников 110 человек будет. Это 80 участников и 30 человек оргсостава. Программа очень обширная, программа тяжелая, нелегкая. За эти 9 дней молодые люди должны пройти ускоренный курс молодого бойца.
Ребята будут разделены на подразделения, взводы и роты. Планируется проводить военно-спортивные патриотические игры. В этом году это завершающая поездка военно-полевого патриотического лагеря. Рената Шакаева, Джустан Амичба, Абхазское телевидение. «Купи картину, помоги детям». Благотворительная выставка, аукцион и концерт классической музыки в помощь тяжело больным детям пройдет 24 августа в Пицунде. А пока мы решили узнать, как идет подготовка к мероприятию и с чего все начиналось. Репортаж Симы Аргун. На призыв спасти детские жизни своим творчеством откликнулись ученики студии Марии Пиля. Их работы будут экспонироваться уже во второй раз. Вырученные средства с продаж пойдут на благотворительность. Дети понимают, и мы их агитируем, чтобы они вырабатывали в себе чувство сочувствия и любви к другим людям, особенно детям. Когда мы пришли в школу-студию живописи, дети усердно работали. Сегодня у них задание – нарисовать храм. И малышам не нужно объяснять, что после выставки их творения к ним не вернутся. Благотворительностью нужно учиться и уметь чем-то жертвовать ради других людей. Хочу, чтобы все детки были здоровы. Мы хотим им помочь, чтобы они выздоровели. Стартовая цена лота – 1000 рублей. Первая купленная картина ляжет на принт футболки и будет вручена ее автору. В рамках аукциона планируется реализовать как работу художников, так и продукты проекта «Цвета нации». Это уже не первая наша акция. На самом деле с фондом, который сейчас будет проводить это мероприятие в Пицунде, мы работаем с первых дней. То есть и в прошлом году мы участвовали в этом мероприятии. Мы стараемся в силу своих возможностей всегда поддержать, как-то помочь, потому что это очень важное дело. И мы, естественно, в этом участвуем. Идея «Вместе помочь больным деткам» возникла у Фонда социально-культурных инициатив, которую поддержали компания «Аквафон» и проект «Цвета нации» Colors of Nation. Организация мероприятия требует больших усилий, расходов. В прошлом году мне также поддерживала Фатима Шалумба, которая занималась дистанционно, решала все мои вопросы, которые возникали. В этом году также принимает участие в организации этого мероприятия. Также хотелось бы сказать, что главным спонсором в прошлом году и в этом году является моя мама, которая оплачивает все мои расходы. В этом году также меня поддерживает глава администрации Гагарского района Беслан Константинович Барцыц. Большая благодарность ему. Также поддерживает компания «Аквафон», которая является генеральным спонсором нашего проекта. Юная художница Эва Пиля любит творить. Именно поэтому ее родители решили отдать девочку в школу искусства. Она им, в свою очередь, нарисовать подарок. Вообще я больше всего люблю рисовать домики всякие. Или натюрморт. А что у вас сегодня за задание? Что вы сегодня должны делать? Вообще-то сегодня мы должны рисовать церковь, но я рисовать своего брата младшего. Данная акция будет проведена во второй раз. В прошлом году проект собрал больше 400 тысяч рублей. Средства были направлены на помощь больным детям. Для нас очень важно поддерживать такие мероприятия, потому что мы четко видим, куда перечисляются деньги, собранные с продажи билетов, с аукциона. Они идут в поддержку больных детей. Мы хотим сказать спасибо Азамату и такой молодежи, которая регулярно занимается такими инициативами. Эта благотворительность, она очень важна, поскольку проблема серьезная, проблема есть. Мы надеемся, что это мероприятие, которое уже стало ежегодным и в будущем будет получать большой отклик у общественности, будет набирать обороты и будут набираться большие суммы для перечисления, для поддержки больных детей. Проявить милосердие к нуждающимся в нашем сострадании детям можно, приняв участие в благотворительном концерте-аукционе, который пройдет 24 августа в концертном зале Пицунского храма. Все вырученные средства будут перечислены на счет культурно-благотворительного фонда «Ашана». А это значит, что у еще одного тяжело больного ребенка появится шанс на выздоровление. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 15 августа в Абхазии официально открылся охотничий сезон. Сроки и правила охоты устанавливаются Государственным комитетом по охране природы и экологии. Каждый охотник должен следовать установленным правилам. За одну охоту он имеет право на добычу определенного количества перепелов, вальдшнепов, уток и диких голубей. Охотничий сезон будет открыт до 15 марта 2016 года. Быть до 1 октября перепела. С 1 октября до 25 декабря вальшнепа. Максимальная норма за выход одного охотника в день
Добыть можно не более 20 перепелов, 5 вайшнепов и остальные виды утки, голуби не более 10. Сезон продлится до 20 марта 2016 года. Охота на зверя открывается 1 октября и продлится она до 10 января. На базе детско-юношеской спортивной школы в поселке Агудзера прошло открытое первенство Абхазии по каратэ-косики. Турнир закрыл сезон соревнований по этому виду единоборств. За 2 дня на татами вышли воспитанники клубов Абхазии, России и ДНР. Об участниках и победителях турнира наш следующий сюжет. На построении больше 100 спортсменов. Самому юному нет еще и 6 лет. Традиционно на первенстве косики карате выступают все воспитанники спортшкол. В основном на татами обладатели желтых и оранжевых поясов. То есть те, кто еще пока на старте спортивного пути. Но и новичкам удается достичь отличных результатов. Еще до начала открытия соревнований председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Баграт Хутаба поздравил собравшихся с открытием турнира, отметив важность боевых искусств для гармоничного развития и укрепления здоровья молодежи. Федерация косики карате Абхазии создана в 2012 году. Сегодня этим видом спорта в стране занимаются около 50 спортсменов. В состав абхазской команды вошли представители и других стилей карате, из тайского бокса, кёкушин и шотокан, которые знакомы с правилами и техникой косики. Правила данного вида, они в принципе универсальны, они подходят не только, то есть могут принимать участие не только те, кто занимается косики карате, принимают участие также вот наши ребята, тайские боксеры, кёкушин карате, ушу вы видите здесь, шотокан карате традиционно. В общем, правила подходят всем, немножечко перестроиться приходится, конечно, а так вид замечательный, надо его в Абхазии популяризировать. Вот, мы прилагаем к этому усилия. Данный турнир проходит 3-й год подряд и уже стал традиционным. Однако на этот раз география участников расширилась. За 2 дня соревнований на татами вышли 12 команд. В первенстве косики Абхазии принимали участие, кроме местных каратистов, спортсмены из Донецка, Москвы, Ростова, Ульяновской области и Северной Осетии. Поблагодарить Государственный комитет по физической культуре и спорту в лице Баграта Рашевича Хутаба. Если бы не спорткомитет, мы не могли бы провести турнир такого масштаба. Хочу также поблагодарить Аху Авицба, который организовал поездку донецкой команды сюда к нам. Арина Синицкая – воспитанница Московской школы косики карате. Сегодня ей совсем немного не хватило для победы, но она не расстраивается, ведь участие в турнире – это всегда опыт. Опыт, и это как бы такая встряска небольшая перед крупными турнирами. У нас впереди чемпионат мира, там чемпионат России, так что это очень хорошо, что прошел вот здесь вот Кубок Абхазии. Мне это очень помогло. Главный судья соревнований Сергей Федоткин, президент Ассоциации косики карате России, считает, что чемпионат был проведен на соответствующем уровне. Это как организация мероприятия, так и навыки спортсменов. Мастерство очень высокое. Прекрасные спортсмены из всех 3 стран, из Абхазии, из Донецка, из России. А для того, чтобы выигрывать, безусловно, нужно хорошо тренироваться регулярно, слушать тренера обязательно, выполнять все его тренерские установки, самоотверженно трудиться и обладать высокими морально-волевыми качествами. Косики карате – это название можно перевести с японского как жесткое традиционное каратэ-до. 9-летняя Алиса Кварча уверена, этот вид боевого искусства может пригодиться ей в жизни. Я когда дралась, мне тяжело было дышать в маске. Из-за этого я проиграла. Но когда мы защитой это все делали, за то, что сделала, я за то, что одна была, 1-е место взяла. Соревнования прошли в упорной бескомпромиссной борьбе, в которой ведущие спортсмены подтвердили свой высокий класс. А ведущими в этот раз оказались каратисты из Донецкой республики. Им удалось одержать победу в общем командном зачете. Победителей и призеров первенства наградили кубками и медалями. А теперь снова к тренировкам. Скорректировать технику, чтобы и со следующих соревнований вернуться победителями. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Министр юстиции Абхазии Марина Пиля примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 21 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.ministru@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 21 августа, гость студии министр юстиции Абхазии
Абхазии Марина Пиля. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 50 копеек, евро 72 рубля 57 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.